Дети с удовольствием ходят. И разговор у них поменялся. Борбордон келген балдардын кабыл алуусу жана китепке кызыгуусу аябай мындай билинет экен. Жергиликтүү жашоочуларга бул демилге абдан жакты. В Кыргызстане на базе библиотек функционируют центры развития детей. И свои услуги для детей они предоставляют абсолютно бесплатно. Центры работают не только в городах, но и в селах. Кстати, теперь в этих центрах, созданных при поддержке ЮНИСЕФ, учатся и родители. И таких заинтересованных мам и пап, а также бабушек и дедушек становится все больше. Редакция «Кактус Медиа» на этот раз расскажет вам о работе таких центров. Айза Абасова, жительница села Дмитриевка Сыкотинского района Чуйской области. 3 раза в неделю на 2 часа она с 4-летним ребенком посещает Центр развития ребенка, созданный в здании сельской библиотеки. По ее словам, ее ребенку там очень нравится. Мы уже посещаем год. В неделю 3 раза по 2 часа. Так как мы не можем в садик ходить, у нас там проблемы. Поэтому мы решили пойти туда. Ему там прям нравится. Это хорошо, что в общем у нас в селе открыли такой центр детского развития. Потому что многие дети не могут посещать по каким-либо причинам. Поэтому они учатся, с друг другом общаться. У нас и село многонациональное. Там в центр наш ходят, мы турки, допустим, и кыргызы ходят, и дунгане ходят. В общем, много от разных наций. Они как-то друг к другу привыкают, каждый на своем языке общается, и они как-то и изучают, можно сказать. Мы и на турецком, и на кыргызском разговариваем. В общем, даже на дунганском бывает иногда, что некоторые слова говорим. И разговор у них поменялся, даже по-другому разговаривать начали. В Чуйской области Центр развития ребенка, созданный в здании библиотеки, впервые открылся в селе Интернационал. Желающих устроить ребенка в этот центр было слишком много, в связи с чем было принято решение открыть такое учреждение и в Дмитриевке. Китепканага дагы бир бөлмө кошуп, ошондой эле бүт оборудованияны бүт алып беришти. Жергиликтүү бийликтин колдоосу менен, ЮНИСЕФтин коштоосу менен, Чүй областтык китепкананын демилгеси менен ушундай жакшы иш-чара ачылды. Анан жергиликтүү калкка, жергиликтүү жашоочуларга бул демилге абдан жакты. Биздин борборго бул бакчадан айырмасы бөбөктөр ата-энеси менен, ата-энесинин коштоосу менен жумасына 2 жолу же 2-3 жолудан 2-3 сааттан келип билим алышат ата-энеси менен. Анткени биз бул жактан бөбөктөрүбүз оюн аркылуу өрчүтөбүз да, оюн жалаң оюн менен баары эле балдар менен үйдөн кантип мындай өнүктүрүү өрчүү дегенди билбейт да, көп ата-энелерчи мектепке барганда үйрөнөт деп коет. А ошо мектепке чейинки убактагы бала деген өнүгүп өрчүүсү, кабыл алуусу кең болуш үчүн мындай көп ата-энелер түшүнбөй атат да. Бул бала деген азыр маалыматты алганда эсине аябай катуу бекем тутуп калат экен да, өмүр бою жүрөгүндө эсинде кала турган убакыт экен да. Ошо маалды тура пайдаланалы. По словам учителя начальных классов, дети, посещавшие этот центр, быстро находят общий язык с ровесниками и обладают хорошими навыками мышления и понимания. Борбордон алган балдар менен үйдөн келген балдардын айырмасы болот экен. Себеп дегенде борбордон келген балдардын кабыл алуусу жана китепке кызыгуусу аябай мындай билинет экен. Айырмачылыгы болот экен. Анан өз убактыларындагы мындай бөлүп, ушу борборго келгенине мен да абдан ушу үгүттөйт элем ата-энелерди келгиле. Сотрудники этих центров читают детям книги, запоминают цвета, цифры, буквы и проводят все уроки через игру. Занятия проводятся на английском, русском и на кыргызском языках.
Есть вторая обувь у них, как в садике называется это. Обязательно меняем. Вот они приносят, они у нас здесь в углу. Кто-то домой забирает, кто как хочет. Мы переобуваем их. Здесь у нас коврик, стелим, на ковре они сидят свободно, как у себя дома. Дети с удовольствием ходят. Здесь вот занятия проходят на русском, на кыргызском и на английском языке, на 3 языках. Ведут себя здесь свободно дети. Вот ребенку надоело делать, пошел, встал, туда пошел, побежал, походил, поигрался, опять пришел. Ни к чему не заставляем. И вот поделки вот эти вот хочу похвалиться, вот, которые дети наши сами от своих рук прям делают вот эти вот необычные. Это из природного материала, видите, из дерева. Даже мы бумагу тоже берем, но бумагу стараемся вот из природного в основном материала. Это вот шишки обычные, на улице собираем шишки осенью, здесь оставляем, потом начинаем делать эти подделки. Это вот из лотков, яичных лотков сделано. Мы, конечно, помогаем их подрезать, они тоже самостоятельные есть. И красим. Цвета все различают дети свободно, все цвета знают. Я начинаю, давайте какой цвет сделаем? И начинаю оранжевый, или коричневый, или черный. Вот таким образом такие разные подделки мы делаем. Это вот цветочки, просто так придумали. Цветочки из шишек. Это тоже медвежонок. Тоже подделка очень интересная. Ну, конечно, дети тоже, родители тоже помогают. Но в основном, когда они привыкают, они выходят из комнаты, они хотят, чтобы они самостоятельно. А вначале первичных, конечно, с родителями сидят. Ну, с удовольствием ходят в наш центр. Первые центры раннего развития, они открылись в 2019 году. И это был такой опыт для нас, мы, библиотечных работников. Мы очень сильно переживали, сможем ли мы вести эту работу. Не потому что она требовала каких-то таких особых навыков, а потому что у нас трепетное отношение к маленькому нашему читателю. Ведь ему совсем, может быть, 1 год, 2 года, 3 года. Это маленькая аудитория людей, которые требуют к себе пристального внимания, пристального отношения, особенного отношения, особенной подготовки. Но когда сейчас уже прошло значительное количество лет, и мы этот путь освоили, библиотечные работники, я хочу сказать, что у нас получилось. Возможно, я сейчас говорю за всех моих коллег в стране, и я думаю, что это будет ответ положительный, потому что коллеги мои сейчас, они эту аудиторию изучили и смогли к этой аудитории подойти персонально. Они подбирают особенные игры для этого возраста, они подбирают особенная подготовка к урокам и каким-то особым вещам, которые этих детей привлекают, чтобы они пришли завтра вновь и открыли библиотечную дверь, чтобы быть в этой среде, чтобы расти в этой среде, чтобы получить лучшие навыки в этой среде. Цифровизация – это требование дня, но эксперты регулярно подчеркивают, что частое использование смартфонов негативно сказывается на развитии детей. Родители упускают время, когда ребенок узнает мир и окружающую среду. Такие центры развития не только сближают родителей и ребенка, но и помогают родителям в правильном воспитании детей. И в целом растет родитель и растет ребенок. То есть вот наше вмешательство в среду воспитания детской семьи, вот за этим стоит наша важность, наверное, нашего института библиотеки в целом. И это очень важная позиция библиотечного работника. Потому что школа, библиотека, детские сады, в принципе, мы призваны воспитывать подрастающее поколение, воспитывать в правильном русле, самыми лучшими практиками, которые мы применяем. Мы делаем одно общее дело. Нехватка детских садов в Кыргызстане не решается уже много лет. Действующие детсады переполнены, а к ним в очереди еще больше детей. Но есть альтернатива детским садам – центры развития детей на базе библиотек.
Бесплатный центр открыт для каждого родителя с ребенком. По различным причинам дети могут не посещать дошкольные учреждения, государственные, негосударственные. Тут могут быть причины того, что нехватка материальных каких-то средств. Возможно, родители просто предполагают, что дома воспитание они получат лучше, чем в дошкольных учреждениях. И вот это эта площадка при библиотеках альтернатива. Она показывает, что она может быть и такого формата. Почему бы ей не воспользоваться? Тем более основной позицией я считаю, что это бесплатный формат, открытый формат, доступный для всех категорий населения. Родитель, который хочет отдать своих детей в такие центры, не платит деньги, не ждет годами очередь. Дети, которые временно переезжают из одного региона в другую, также могут посещать центр в любое время. Для этого сотрудники библиотек проходят обучение в ЮНИСЕФ, и воспитатели детских садов, как и учителя, делают большую работу для достижения общей цели – создать детям лучшее будущее.